Һәм дә сезгә бүген үзебезнең Казанга килгән музыкаль инструментларда уйный белгән остазыбызны тәкъдим итәсем килә. Максат Мәлеубек, ул Туран төркеменең солисты. Һәм ул безгә бүген әйтеп киткәнемчә, борынгы төрки татарларга да хас булган инструмент, кыл-кубыз инструмент турында сөйләп китәчәк. Максатка үзенә сүз бирәм. Каршы алабыз, алкышлыйбыз. Қайырлы күн, құрметті тыңдаушыларды. Добрый день, дорогие гости, устаздар, дети. Меня зовут Максат, я докторант Казанской национальной консерватории имени Курмангазы, я из Казахстана, с Алматы. У меня инструмент кыл-кубыз называется по-татарски, по-казахски оно кыл-кобыз называется. Одно и то же. В принципе, ну, чуть-чуть изменения есть в форме. Вообще инструмент он был атрибутом шаманов, бахса. Знаете, да, кто такие шаманы? Да, они людей лечили, будущее предсказывали и так далее. Вот доказательство этому вот эти металлические подвески. Шаманы его использовали для увеличения звука. Наверняка вы видели в фильмах вот с бубном на руках, возле костра, да, вечером шаман танцует, и у него вот эти звуки, они звучали. Инструмент является, так скажем, 3 в одном. То есть это как шумовой ударный инструмент, это струнно-смычковый инструмент и сам по себе как бубен ударный инструмент. То есть шаманы использовали как шумовой, как смычковый, и об кожу ударяли и использовали как бубен, повторюсь. Вот. Интересно то, что на этом инструменте можно извлекать звуки природы. Это ветер, это вой волка. Ну, для детей можно еще чуть младше звуки машины, может быть, да, или мотоцикла, я не знаю. Ну, дети радуются, конечно. И кликот лебедей, птиц, разных животных. Вот. Сейчас я бы хотел продемонстрировать вам звук ветра. Ну, примерно так, здесь плохо слышно. Эти техники у нас используются в ансамблях. Вы можете набрать в интернете, в ютубе ансамбль Туран, допустим, вот Туран, прям как слышите, это фольклорная группа. И там вы услышите все эти звуки и, ну, естественно, в ансамбле и более в хорошем звучании. Так, инструмент шаманов. Естественно, они как бы, ну давайте об этом не буду глубоко вам говорить. Продемонстрирую вам волка. Да, это здесь получается стая волков, несколько волков, вы слышите? Кстати, струны делаются из волоса лошади. Также вот смычок используется волосы лошади. Таким образом используют канифоль, и при натяжении струны уже получают определенную ноту, тональность.
испугались? Это, знаете, стая волков между собой кусаются, дерутся и так далее, да? У нас был ансамбль из 9 человек, и вот я так как продемонстрировал один, а это все играли несколько человек, и они между собой вот так вот прям кусались, дрались на языке музыки, скажем так. Вот. Ну, такое маленькое шоу. Это то, что я играл, это народное произведение, называется «Каскар волк». И вот. Про инструмент. Инструмент изготавливается из цельного куска дерева, как видите, да? Конский волос натягивается и верблюжья кожа. Там ставились внутри, как видите, да, сейчас у меня стоит серебро, а раньше ставились зеркала. А зеркала являлись окном в потусторонний мир у шаманов. Так. Хочу вам сыграть күй акку, лебедь, акку куш, да, по-татарски. Аплодисменты. Спасибо. Есть ли желающие попробовать сыграть на этом инструменте? Как будто она уже давно играла. То есть каким-то образом это в нас живет. То есть действительно это нам присуще. Поэтому мы должны возрождать эту культуру. Біз бұл традицияларны, ғұрып ғадетлеріне тұрғызырға тиіс һәм мына бұл құлқыбыз деген инструментні біз алла берса қолданашақпыз һәм төркемнәрдә өзебез бірге енді мастерлар белән бірге ясап уйнашақпыз. Мақсатқа зур рахмәт. Еще раз поаплодируем. Это был Максат Мелюбек, инструмент кылкубыз, который несет в себе традицию тюрков, в том числе традицию, древнюю традицию татар. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам очень понравилось. Спасибо.